каждый из вас знает правила светофора? А вы знаете, где и как переходить улицу? Отлично. Многие знают, но мало кто использует световозвращатель. На неосвещенных дорогах, да еще и в дождь, пешеходы, а особенно дети, становятся в буквальном смысле невидимками. Как правило, никаких дополнительных мер, чтобы быть более заметными, большинство не предпринимает. Участники акции «Засветись» решили изменить сложившуюся ситуацию на примере учащихся второй Ноздрановской школы. Мне подарили значок и блокнот и ручку. В блокнот я буду записывать правила дорожного движения. А световозвращатель я повешу себе на шею, чтобы ночью, когда водитель меня увидит и меня не сбила машина. Учащимся начальных классов из 5 школ республики подарят такие дорожные талисманы в рамках акции «Засветись». А тем, у кого светоотражателей еще нет, московские активисты настоятельно рекомендуют их приобрести. И мы пытаемся рассказать детям, чтобы обезопасить их, чтобы они могли узнать об этом, рассказать потом своим родителям, друзьям, родственникам, как много больше людям, что есть такой маленький незамысловатый предмет, который может не то что прямо спасти, но может обезопасить в каких-то моментах на дороге. Ребятам показывают мультипликационные видеоролики, в которых подробно разъясняется, куда крепить светоотражатель. Главное, чтобы при переходе через дорогу на него попадал свет фар автомобилей. Со световозвращателем вы станете заметнее на дороге. Для этого вам нужно разместить светлячки на одежде, сумке, рюкзаке, обуви. Очень удобны самофиксирующиеся светоотражающие браслеты. Пешеход – полноценный участник дорожного движения, а значит, тоже обязан соблюдать установленные правила. Даже если до зебры далеко, не стоит полагаться на авось и подвергать свою жизнь опасности, наставляют ребят. Здесь просвещают не только пешеходов, но и будущих водителей авто. Магомед Султыков утверждает, правила дорожного движения он усвоил на отлично. Я знаю, что нельзя превышать большую скорость. Надо ехать осторожно и смотреть за пешеходом. Как правильно управлять велосипедом и со скольки лет рекомендуется садиться за руль? Этот не менее важный вопрос также не оставили в стороне. Самым внимательным за участие в викторине вручили дипломы и необходимую экипировку при езде на велосипеде. Мне подарили такой комплект к велосипеду, который надо родителям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и своим друзьям, чтобы они также обезопасили себя на дороге. Ведь маленькая деталь может спасти. Когда буду кататься на велосипеде, я буду их надевать для защиты. Статистика свидетельствует, каждое третье ДТП с участием пешехода происходит ночью, а последствия этих аварий значительно тяжелее. В ГИБДД убеждены, использование светоотражателя снижает риск детского травматизма в 8 раз. У нас данное мероприятие будет проходить с 11 по 13 мая и с охватом не менее 2000 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. Мероприятие получилось весьма продуктивным, так как активисты нашли самый лучший способ донести до детей важную информацию. В чем проблема? Почему ты опять светишься? У меня папа начальник ГИБДД. Без световозвращателей. Ну не пускает на улицу. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.